Сегодня героем рубрики «Разные, но равные» станет Олеся Сивцева, которая, несмотря на свою особенность развития, с легкостью окончила среднюю общеобразовательную школу и получает высшее образование в Московском государственном экономическом университете. Но обо всем по порядку. Мое детство, как и детство других, наверное, детей-инвалидов, прошло в больнице. То есть я помню, что у меня дни рождения всегда были, праздновали в больнице, да. И я помню, что когда я поступила в 1 класс, и только в 7 лет я смогла отпраздновать свой день рождения дома. В детстве как-то не задумываешься об этом, да, когда с ребятами играешь, как все, как-то не думаешь об этом. Впервые, наверное, когда вопрос задала себе, почему я не такая, как все, это где-то лет в 11. На мой взгляд, общение с людьми растрачивает человека, растрачивает его энергию, его ум. И то, что мне первые годы своей жизни я была предоставлена собой семье, я могла читать закон, книги целый день, там. Я делаю все, что сама захочу, да, никто меня не заставлял так. Тяжело было, конечно, что сразу поставили диагноз такой ДЦП. И мои родители очень были взволнованы, были молодыми, не знали, как с этим бороться. Но так получилось, что наш отец, Евгений Сидорович, он боролся с этим диагнозом, и мы много раз лечились. Имея ребенка с ограниченными возможностями, особенно в селе, где ты живешь, да, очень тяжело, родителям очень тяжело. Но мы так и но по материальной основе я не работала, только занималась воспитанием ребенка, и нас содержал только наш отец, такое. И благодаря и его упорству дочку поставили на ноги. Мы как-то так по случайности попали на центр, социальный центр, где делают операции на ахиллопластику. Там нам очень хорошо сделали ахиллопластику, и наша дочка стала не на сыпочках, а на своей ножке. До 7 класса Олеся обучалась на дому, но как только у девочки появилась уверенность в своих силах, она стала обучаться со своими одноклассниками. У нас класс был не самый примерный, не самый лучший в школе. С ними было очень весело, и никто мне не говорил, что уйди, отойди, не знаю, ты не такая, как все, или ты не такая, как мы. Мы всегда были все вместе, и даже когда в поход ходили, да, мальчики приезжали на мотоциклах и забирали меня, например. И не было такого диссонанса, да? Никто не говорил, что из-за нее что-то не так. Всегда было доброжелательное, хорошее отношение. Как и любой школьник, Олеся столкнулась с выбором будущей профессии. Все сомнения разлетелись прочь, когда наша героиня увидела в новостях сюжет о Московском государственном гуманитарно-экономическом университете. Самое главное, в этом высшем учебном заведении создана инклюзивная среда в соотношении 70/30%, из которых большая часть составляет студентов с особенностями развития. В университете можно получить гуманитарное, экономическое
экономическое и юридическое высшее образование по широкому спектру специальностей и направлений. Студентам бюджетной формы предоставляется бесплатное обучение, трехразовое питание, качественное медицинское обслуживание. Для иногородних студентов предоставляется общежитие. Выплачивается повышенная стипендия с 25% надбавкой. Серьезный упор делается на физическую активность. Студенты – участники всероссийских и международных спортивных соревнований. Ну, родители, конечно, не понимали, что это очень далеко. Во-первых, совсем другое. Я до того момента, как они уехали, я еще не понимала, что я тут остаюсь. И, они уехали, я говорила, что, вот, ты сама выбрала, ты сама этого хотела, правильно? Так что не ной, я себе так говорила. И поэтому, и были старшекурсники тоже, девочка из Якутии, Мира Трофимова. Она на 4-м курсе тогда училась, она мне очень помогла с адаптацией, да, мы с ней, элементарно поговорить на якутском языке, это тоже, когда далеко от дома, это тоже тебе помогает. Или там рассказать какие-то проблемы. Она тоже на юридическом училась. Это она знала всех преподавателей, как к кому подходить, как с кем общаться. У тебя меняется все. То есть ты уже не дома, там общежитие, там надо с ребятами тоже взаимодействовать. У людей разные характеры, это очень сложно. Также, что все другой национальности тоже это, даже не просто русские, а вообще азербайджанцы, калмыки и много. И у каждого свое видение на жизнь, и тебе надо как-то с этим жить. Я, наверное, хотела остаться здесь, вернуться сюда, чтобы помогать другим ребятам с инвалидностью. Мне хочется, чтобы ребенок с инвалидностью не оставался как клеймо, да? На нем вешают, вот ты не ходи туда, упадешь, или не делай того опасно. Например, мои родители никогда такого не говорили. Они никогда меня не ограничивали ни в чем, и с самого детства я в летних лагерях была. То есть наравне со здоровыми ребятами я не чувствовала себя чем-то обделенной, да. Так что родитель и ребенок должны тоже сами тянуться к обществу, чтобы общество его приняло. А то бывает так, что родители, на мой взгляд, большинство родителей сами боятся мнения окружающих и поэтому отгораживают своего ребенка. Мы же трудились, трудились сами, и мы никогда не отчаивались, только хотели, чтобы ребенок воспитывался и теплее, доброте, в любви. Не знала, что могут быть ограничения, и никогда не говорили, что это нельзя, это невозможно. Человек-инвалид очень сложный, тебе каждый день приходится доказывать то, что ты не хуже, чем другие. Тебе приходится доказывать, что ты можешь это сделать, потому что на тебя смотрят все равно со скидкой, да? Инвалид, не смог. И каждый день тебе приходится говорить, что и что я инвалид, я могу быть лучше, чем другие. Если ты что-то не можешь, то можешь это чем-то заменить. Или сделать так, чтобы это стало для тебя доступным. Так что нет, невозможно. Это уже банально звучит, но это реально так. Все мы разные, но права и обязанности у нас равные. Смело идите вперед, достигайте поставленных целей и никогда не смотрите назад. Тогда у вас все обязательно получится, как у Олеси Сивцевой.
Каждый ребенок уникален, и у каждого свой способ восприятия мира. В этом главный принцип инклюзивного образования. Инклюзивное образование – это возможность любого ребенка получать знания по программе с индивидуальным подходом. Это значит, что ваш ребенок получит равное внимание с учетом его особенностей и возможностей. Выбирая школу для своего ребенка, проверьте, есть ли в ней инклюзивный подход. Дети должны учиться вместе.